находимся в аэропорту города Якутска. Вы слышите вот эти звуки, это подтверждает наше место. Людей и заполняет наше интервью. И я хочу предоставить слово своему коллеге, своему другу, человеку, любящему нашу степень, не только степень, он любит вообще всю землю. Поэтому весь земной шар. Поэтому была и мечта о международных путешествиях. И мы сегодня находимся в городе Якутске. И я задаю два вопроса. Сегодня ваша идея путешествия, она воплотилась замечательным. Я должна сказать, подождите, я говорю о своем друге путешественнике, и прежде всего даже это Кажахмет Бактияр Сафарбекович, у него отчество, кстати, Сапар, это само подтверждение, так сказать, вам был дан уже предкам, вашим отцом была и вашим предкам была дана идея, так сказать, Рым, как говорится, путешествием. И я сегодня это известный общественный деятель, это депутат Улутауского областного маслихата, да? И это сотрудник государственного нашего национального музея города Нур-Султана. И у него сегодня два замечательных проекта. Вот первый проект, это вот все сейчас знают, многие наблюдают за ним, все восхищения абсолютно. Это путешествие нашего Аксакала пешком. Да, теперь вот я думаю, что участники нашего фестиваля имени Турхиадала, сколько, кстати, я называла Сисмбая нашим казахским Турхиадалом, потому что вот у нас давно нет таких ярких путешествий, да, вот по Казахстану. Ну, у нас есть там официальные, все. А чтобы так внутренний человек в таком возрасте пошел в любви к своей родной земле, это большая редкость, я считаю. Он достоин всякого уважения. И, конечно, наши участники нашего фестиваля онлайн, и все, кто откроет сайт, увидят эти небольшие зарисовки этого путешествия. И, ну, наверное, все-таки стоит поразиться этому яркому явлению путешествия в нашей родной стране. Ну и второй мне к вам вопрос, потому что мы находимся в Якутии, в Якутске, и мы посетили этот замечательный праздник, и вы уже его озвучили, потому что вы еще инициатор вот этой сегодняшней такого другого путешествия, еще хочу сказать, по празднику Кумус-Мурмудук, по нашим, так сказать, районным центрам, и где сохранились элементы народной культуры в связи с этим праздником первого Кумуса. Расскажите еще о втором проекте, потому что он тоже будет озвучен на сайте нашего фестиваля. Хорошо. Маршрут начал с Улутау 31 марта 2022 года и планирует завершить свое путешествие, пройдя 17 областей Казахстана в октябре месяце этого же года. На сегодняшний день он уже прошел 3400 километров. Ему еще осталось 4700 километров. 4700. У него три цели. Первое – это популяризация Улутау как исторического и географического центра Казахстана. Второе, так как он сам кузнец, ремесленник, он хочет собрать список ремесленников Казахстана для того, чтобы этот список передать ЮНЕСКО. Есть договоренность ЮНЕСКО о том, что как он соберет список, откроет сайт для ремесленников Казахстана, который откроет большие возможности нашим ремесленникам. Третья его цель – это популяризация праздника Кумуса. Вот получается у него три задачи, и по маршруту, где он встречается с населением, он идет пешком, и у него по маршруту встречается очень много людей. О нем уже сейчас узнает много людей. У него в Инстаграме уже более 18 тысяч подписчиков. Есть в Фейсбуке публикации его ежедневного дневника. И вот при встрече с населением он рассказывает о своих целях. То есть про Улутау, про ремесленников, спрашивает, есть ли ремесленники, какие берет телефоны, и рассказывает про праздник Кумуса. Так что это уникальный человек, потому что ему 72 года, и, насколько я знаю, по интернету я не нашел подобного человека, который бы в 72 года
решился на такое путешествие. Добрый день. Сегодня 23 июня 2022 год. Сейчас мы у въезда города Павлодар. И вот только что приехала основная делегация ученых, которые непосредственно связаны с нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Они являются экспертами ЮНЕСКО. Это Усманова Эмма и Зубайда Кабеновна Сурганова. В данный момент мы сейчас встретили нашего Аксакала. И проводится здесь медицинское обследование. Проверяют давление, сердцебиение, пульс и возьмут анализ крови. Міне Сәрсенбай аға Павлодар қаласына келді. Павлодардың кіреберісінде арнайы жедел көмек жәрдем көрсету мекемесі өзінің өкілдерін жіберіп, біздің Жихангез марафоншы Сәрсенбай ағаның қазір денсаулығын тексереді. Қан қысымы, қанттың құрамы, жалпы жүрек пульсі, соның бәрін тексереді, температурасын. Бұл арнайы Павлодар қаласының әкімдігінің ұйымдастырғаны. Состояние отличное, по здоровью все хорошо. ЧСС 72, давление 110/70, сатурация 96. Показатели все отличные. Надеемся, все будет хорошо. А представьте, с какой организации вы? Скорая помощь города Павлодара, 25-я бригада. Спасибо большое. Зубайда Кабеновна, вы непосредственно занимаетесь нематериальным культурным наследием Казахстана. И в частности по празднику Кумусу очень много статей написали, выступлений делаете. А вот Сәрсенбай аға как раз популяризует эту, как говорится, идею про празднование Кумуса. Что вы скажете? Ну, прежде всего, Сәрсенбай аға, хочу пожелать крепкого здоровья. Пусть тот план, который он поставил перед собой, пусть он исполнится. Ну и поскольку все делает, жақсы өткізіп, жақсы тойласын, сол жоспарынан таймасын. Рахмет. Слов, пожалуйста, по вашему мнению, по поводу Аксакала и его миссии, то, что он собирает список ремесленников, то, что он причастен, его проект. Он сам является культурным наследием, материальным культурным наследием нашей страны. Я его называю нашим казахским турфеодалом. Время больших путешествий, к сожалению, уже проходит, и оно прошло. Ввиду того, что есть многие, у нас есть самолеты, а здесь яркий пример, когда человек с душой, с степной душой идет говорить о красивом мире, о великой степи всему нашему народу. Ну, второй проект – это тема Кумуса. Его традиции. В 2018 году по инициативе Казахстана Кумыс Мурундук, традиции казахских коневодов были введены во всемирный список культурного нематериального наследия. И наша обязанность теперь поддерживать это. Мы получили большую ответственность за эти праздники, за эту культуру, за эти традиции. Мы должны поддерживать и развивать их. И сегодня вы являетесь продолжателями традиций казахского народа. Спасибо вам большое. Впервые в вашем регионе Шарбактинский район Шалкай стал центром культуры Казахстана, казахских коневодов. На праздник где мне понравилось в первую очередь то, что при входе на праздничную площадь идет ритуал очищения гостей, посетителей. Потом для меня было очень важно посмотреть, как идет опрыскивание кумусом
самого праздника, там, территории, очищают. Вот такие ритуалы, которые, к сожалению, у нас в Казахстане забыли, но это общетюркские ритуалы, поэтому в будущем, я думаю, есть много чего нужно принять у якутов и у других народов, которые еще помнят эти ритуалы, обычаи, традиции, связанные с кумысом, коневодством. Поэтому я думаю, что этот проект действительно в будущем, как мы планируем, в Казахстане сможем провести международный праздник кумыса с участием якутов и других народов, как Средней Азии, так и народов Кавказа, Турции, там, Венгрии и тому подобное. Енді осы жерде мына мереке алаңында шаң көтермеу үшін бұл жерге шөпті сүйдік. Мына жасыл шөп өте ыңғайлы, аяққа жұмсақ, және шаң көтермейді. Міне отқа сахар елі тезек қояды екен, сонымен бірге әртүрлі тағамдар. Яғни отқа тағамдар береді екен. Әлем ағашы, яғни бәйтерек, осы бәйтеректі айналып өстеректерін айтады екен. Қазақстан! Станью зеленого изобилия призываю равный круглому озерку, красочный круг тебе основал, девять искрящихся зимомуров из В общем, Бахтияр, я желаю тебе жобуса во всех наших начинаниях, да, и я желаю нашим зрителям, участникам нашего фестиваля онлайн, нашего фестиваля, который носит действительно название «Фестиваль древних технологий культурных коммуникаций», Даштор имени Турхиадала. И для Турхиадала была замечательная фраза о том, что мир культуры без границ. И сегодняшняя деятельность моих коллег подтверждает, что мир культуры действительно без границ. Пусть будет он всегда мирным.